к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Ее мама была настоящей польской красавицей. Ее звали Едвига. Она работала билетером в Русском драматическом театре имени Горького. И для Ларисы театр был естественной средой существования. Она смотрела многие спектакли по несколько раз. Она знала всех актеров и наизусть знала целые сцены и монологи. И когда она, закончив Белорусский государственный театрально-художественный институт, вернулась в театр, то для нее это было возвращение к началу, а продолжением этого начала была ее творческая деятельность в качестве художника театра. Ее творческое наследие невелико, осталось немного, наверное, потому что декорации, костюмы уходят со сцены вместе со спектаклем. Но те, кто знал ее и знал, как она работает, вспоминая о ней, отмечают, что все, что она сделала, было проникнуто теплым, светлым талантом, очень добрым, очень хорошим чувством. А звали эту удивительную женщину и талантливого художника Лариса Герлован. Лариса Георгиевна, я помню еще с молодости, когда ее привела в театр наша педагог Виктория Светлана Козлова. И с ней сделали спектакль. Грандиозный был спектакль «До третьих петухов» по Шукшину. Тогда было время такое. И уже тогда она проявила себя как вот интересный человек-экспериментатор. Она поняла, что это ее вроде как дело, ей это очень нравилось. И любой спектакль, который она делала, вот это и был какой-то всегда эксперимент, какой-то поиск. Я помню спектакль, в котором я играл доктора Айболита, еще будучи актером. Там были куклы из бумаги сделаны, как бы сделаны из бумаги детскими руками. Совершенно потрясающий спектакль по Вертинскому, там, о Гефесте, где она пробовала делать греческие маски, греческий стиль греческого театра. И вот когда стал вопрос, с кем делать тутейших в 90-м году, конечно, я сразу его остановил на Ларисе Георгиевне. Но была тут очень интересная ситуация, когда я к ней приехал, говорю: Лариса Георгиевна, будем делать тутейшу? Будем. Ты что, это же такой материал для театра кукол. Это даже лучше, чем для драматического театра. И на что я ей говорю: Лариса Георгиевна, я хочу его делать в Батлейке. Коля, мы опоздали. Что такое?
потому что, говорит, Борис Федосеевич делает батлейки и шопки для Купаловского театра. На что я страшно возмутился, ну, почти ругался. Ну, а мы тогда стали с ней искать другое, нашли другой очень интересный образ. Это был такой ворота своеобразные, проходной двор с брусчаткой, как бы утоптанный всеми, кто проходил через Беларусь. Куклы, которые мы с ней нашли, тоже были очень своеобразные. Были и такие, и верховые, и маленькие, были такие пешечки, которых переставляли. То есть в этом отношении Лариса Георгиевна тоже очень многое дала. И недавно мы с ней на международном фестивале, когда показывали спектакль, то взяли гран-при Сухотейших, а ей дали большой диплом за художественное оформление спектакля. Она была очень какая-то такая, ну, я бы не сказал, что домашняя, да, а вот очень мягкая. Вот никто бы не сказал, что она может быть художник, вот такая, вся из себя шурале, да, как говорят, театралка. А она была именно домашняя, интеллигентный человек. Приехала ко мне в театр, очень интересную вещь сказала. Он говорит, вот когда ты главный режиссер, то ты не бойся приглашать в театр режиссеров, которые, может быть, даже сильнее тебя. Не бойся. Пусть даже гениальны. Ты приглашай их, если у тебя есть деньги. От этого, говорит, будет лучше твоему театру. Не думай про себя, а ты думай про театр. Да? И когда будет всем хорошо, будет хорошо твоему театру, значит, и тебе тоже будет хорошо. Она, наверное, больше думала про всех. Иногда мы говорим о том или ином человеке, он уютный человек, с ним легко общаться, его спокойствие передается нам. Она вот таким человеком и была, очень спокойным, очень добрым, очень легким в общении. Она страшно не любила конфликтов, острых ситуаций, старалась от них уходить, но театр – это структура взрыва опасная, и конфликты там периодически возникают. Она очень тяжело переживала конфликтные ситуации. Ее друзья и коллеги говорят о ней так: она была очень яркой творческой личностью и очень скромным человеком. В 1973 году Лариса Герлован закончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, а с 1976 года она работала в театре кукол. С 1983 по 1991 она была главным художником ТЮЗа. И надо отметить, что у нее было удивительное качество. Она умела найти цельный образ спектакля. Она умела передать атмосферу действия, атмосферу времени. Все было очень точно, профессионально. Неважно, какой это был спектакль, кукольный спектакль, в ТЮЗе или в драматическом. И что в этом удивительного, скажете вы, ведь это работа сценографа, да. Но есть еще такие качества, как художественная интуиция и художественная логика. Вот этими качествами она обладала сполна. И поэтому сейчас, по сей день, вспоминают ее лучшие спектакли, которые она поставила в театре кукол ПССР, в ТЮЗе, в театрах Гродно, Витебска, Могилева и других городах. Это и Питер Мунк, и Ассоль, и «Вечер до третьих петухов»,
в «Стране лилипутов» и многие-многие другие спектакли. Дело в том, что она не просто оформляла спектакль, не просто делала декорации и костюмы, а она создавала вместе с режиссером и актерами спектакль. А оформлять и создавать — это совершенно разные действия. Што такое мастак у тэатры? Мне здаецца, мастацкі сцэнічны вобраз, сцэнаграфія – гэта тое, што дае гледачу, які прыходзіць у тэатр, уяўленне пра тое, што зараз ён можа ўбачыць на сцэне, але толькі ўяўленне. А гэта значыць, у чалавеку павінна выклікацца фантазія. Мне пашчасціла працаваць з такім мастаком, як Ларыса Герлаван. У нашым тэатры яна працавала каля 10 гадоў. І шмат спектакляў яна стварыла за гэты час. Мне давялося ўжо пасля, як яна пайшла з жыцця, адказваць за тыя спектаклі, таму што з жыцця і пайшла рэжысёр, якая ставіла спектакль. Нават гадоў 10 яшчэ жыў пасля іх. Мне даводзілася над ім працаваць. Гэта спектакль Петер Мунк і яго каменнае сэрца. Ларыса Герлаван – гэта з тых мастакоў, які, ну як вам сказаць, можа, нават з першых мастакоў у маім творчым жыцці, з кім мне давялося сустрэцца. Гэта мастак з багатай фантазіяй, з багатай выявай усіх тых дэталей, якія, прытым скупых дэталей, накідаць зноў жа, кажучы, на сцэну ўсяго. Як кажуць, ну чаго б яшчэ тут яшчэ? Павесіць, што б туды дадаць наадварот. Было такое ўяўленне, што яна толькі здымае, што каб не было нічога лішняга, каб заставалася менавіта тое, што дапамагае акцёру. А гэта ой вялікая справа. І нібыта тады ўзнікае адчуванне прасторы, узнікае адчуванне паветра, вольнасці, а ўсё гэта дае тую свабоду, тую волю для думкі глядацкай. Ларыса Герлаван была мастаком. І я нават скажу мастаком, пэўна, ад Бога. Я рады, я шчаслівы, што мне давялося з ёй сустрэцца, таму што гэтая сустрэча просто не могла пройти мимо. Дай Бог нашему театру более таких мастаков. Я с Ларисой Герлаван проработала немного, года 3, может быть, чуть больше. Но, тем не менее, след во мне она оставила. Есть такая категория людей, которые в жизни, они очень незаметны. Они настолько скромны, и, наверное, вот это тоже талант – оставаться незаметным наряду с тем большим делом, которое они делают. И самая замечательная работа, на мой взгляд, она касалась, наверное, не только Ларисы, там как-то все получилось вместе. Это сказка Петер Мунк и его «Каменное сердце». Вот там, интересно, у Ларисы была декорация, там были тирольские шляпы. Вот только шляпы и все.
Но эти шляпы были и кочками. То они лежат, то они чуть приподнялись, это уже деревья, потому что там из-под них шли такие резинки, они натягивались. То это, если это замок злого волшебника Михеля Галанца, они становились колоннами. Все было решено на этих шляпах. Было безумно интересно работать в этом, обыгрывать их. И потом, знаете, в ней было еще одно замечательное качество, тоже достаточно редкое. Вот каждый творец спектакля, в общем-то, узурпатор в какой-то мере. И режиссер, и художник, да и актеры тоже. Но понимать, что все являются сотворцами, это редкое качество. Вот Лариса им обладала. Она всегда прислушивалась в костюмах к актерам. Костюм для Петера Мунка, для стеклянного человечка, придумала из целлофана, ну, чтобы создать эффект стекла. И я говорю: Лариса, я там так много двигаюсь, я просто умру в этом целлофане. Хотя внешний вид меня полностью устраивал. Она сказала: да. И приносит через несколько дней ткань и показывает: а вот если из этого. Я говорю: гениально. И костюм получился более стеклянный, она его как-то поддула, там получился он даже не стеклянный, а хрустальный. Вот знаете, как хрусталь, он играет под светом разными оттенками. И он получился как хрустальный, что у зрителя потом создавалось впечатление, они говорили: он звенит. В 1960 году на одной из театральных вечеринок Лариса Южина, это ее девичья фамилия, познакомилась с художником Борисом Гирлованом. Сейчас он главный художник Купаловского театра, народный художник Беларуси, лауреат государственных премий СССР и БССР. Познакомились, стали встречаться, поженились. Вместе прожили более 30 лет. 2 сына, старший Юрий, младший Артем. Лариса очень боялась, что ее старший сын останется в этом мире один, и поэтому родила ему брата. Было ей уже 40 лет. Она была очень семейным человеком и любила свою семью не в ущерб театру, а театр любила не в ущерб своей семье. Она очень умела успевать везде, и в театре, и на, как говорится, семейном фронте. Она очень ревниво оберегала свое творческое «я», как настоящий талантливый человек. При этом никогда ее творческое «я» не было препоном для развития других творческих личностей. Она слишком была хорошо воспитана, поэтому никогда не участвовала в театральных играх и интригах. Она ценила в себе и в других чувство собственного достоинства. Была очень жизнелюбивым человеком. Во-первых, это настолько жизнелюбивым, что просто вот представить, что ее нет сейчас, ну, просто невозможно. Познакомились мы с Лорой в 1976 году. Спустя несколько лет мы поехали в Варну на международный фестиваль, опять же со спектаклем Лоры «Орешек».
Спектакль был удостоен бронзовой медали, оформление было отмечено. Очень яркий художник со своим собственным видением. Как-то судьба свела нас вместе, мы сидели на одном сиденье в автобусе, мы разговорились, вот, мы были откровенны друг с другом, мы просматривали спектакли, разговор был о спектаклях, о жизни. То есть и нам показалось, что мы очень близки по духу. И нам было просто интересно друг с другом. Вот тогда и началась наша дружба. У нее было обостренное чувство правды, справедливости. То есть если она говорит, можно было ей верить. То есть она никогда не льстила. Удивительно было прямым человеком. Может, это ей где-то и мешало в жизни, может, где-то и в работе, вот, но она была честным, справедливым человеком. И требовала этого от окружающих. Вот это было точно. То есть я знала, что этот человек всегда искренен. Если он тебе говорит, это искренне то, что она говорит. Это качество редкое, конечно. Лариса была удивительным человеком, так как художник была очень талантливая, с прекрасным вкусом, с энергией такой. То есть для нее не существовало вот такого вот, что что-то не могу, не сделаю. И очень любила свою семью, и у нее хватало времени подумать о том, чтобы всем было хорошо в семье. Вот, и как-то даже вот чисто по-женски она так говорила, что я очень люблю смотреть, как мои мужчины, у нее 2 сыновей было, и значит, и муж вот завтракают, допустим, утром сесть и просто на них смотреть. И когда это, значит, они с аппетитом все это делают, я просто радуюсь. Я радуюсь, мне так хорошо, то есть вот ей доставляло наслаждение сделать другим лучше. И когда вот тоже я приходила к ней в гости, она уже была больна, тяжело, то есть она старалась чем-то угостить. Вот, она старалась как-то сделать, чтобы мне было хорошо. Вот, и потом некоторые люди, допустим, замыкаются в себе и в своей болезни, они как-то, так сказать, изолируются. Вот, она всегда хотела общаться, она всегда хотела знать, что происходит в театре, что происходит у знакомых людей, в общем. Ну, поэтому мне ее очень не хватает. Это случилось примерно за 6 лет до того дня, когда ее не стало. Совершенно случайно она в театре ударила ногу, ударила и забыла. Но все оказалось гораздо сложнее и страшнее. В течение 6 лет у нее развивалось страшное онкологическое заболевание, и 22 апреля 1996 года Ларисы Герлован не стало. Почему так произошло? Ей ведь было всего 56 лет. Почему она? Почему все это произошло с ней? Трагическая случайность. И больше никаких вопросов. Что осталось после нее в этом мире? Конечно же, память ее родных, близких и друзей. И очень важно, очень главное, вот удивительный восторг перед миром красоты, перед сценой, перед театром. Удивительный, добрый, светлый мир в памяти тех, кто приходил на ее спектакль, даже не зная, что вот всю эту красоту сделала она. Весь этот добрый, светлый, красивый мир. Это был ее мир. Ларисы Герлован.
все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталость, приснись.